Настоящее бедствие. 27 человек за последнюю неделю стали жертвами укусов собак. Причем в 20 случаях нападавшие имели хозяев. Отследить и наказать таких нерадивых владельцев весьма непростая задача. И чтобы хоть как-то обезопасить не только свое здоровье, но и окружающих, необходимо проводить регулярную вакцинацию питомцев. Собак надо вакцинировать, потому что покусы – это есть покусы. Если собака укусит вакцинированная, то это уже хотя бы хоть что-то. А если она дворовая и укусит, естественно, там последствия же очень большие, лечение, и тому все прилагается к этому. Поэтому вакцинировать нужно обязательно. Также и стерилизация и кастрация. Чтобы остановить эту популяцию, надо стерилизовать, кастрировать. Во время дачного сезона люди часто приобретают четвероногих охранников, но стоит сезону закончиться, как собак бросают на произвол судьбы. Но бывают и такие владельцы, которые выпускают их на самовыгул. Предоставленные сами себе, они ищут пропитание там, где придется, и представляют потенциальную опасность для горожан, в первую очередь для детей. Всех таких найденышей содержат в специализированном пункте передержки, где их обеспечивают должным уходом. Их кормят, поят 2 раза в день, но самое главное, проводят такие важные процедуры, как стерилизация, кастрация, вакцинация и чипирование каждый день. Основным рационом животных здесь является каша овсяная или же гречневая, которая готовится с мясом и тушенкой. Владельцы также не отказываются и от помощи. В любой момент каждый желающий может привезти сюда корм для животных. Однако вместо корма и помощи сотрудники пункта получают все больше работы. Каждый день им привозят по 80 питомцев. Но здесь помогает каждому, кто не по своей воле оказался в этом приюте. А благодаря специальным чипам обеспокоенный владелец может найти и забрать своего питомца. Для постановки на учет присваивается животному универсальный номер. Чипирование проводится, это отметка в паспорте и введение этих данных в электронную базу. То есть это получается как бы электронный паспорт. Чипирование позволяет не только найти своего питомца, но и дает зеленый свет на поездки и выставки, а также идентифицировать личность животного. А сам процесс проходит быстро и абсолютно безболезненно. В городе Якутске прочипировать своего питомца можно в клинике на улице Чехова, 66. Иван Кривошапкин, Ларион Федоров. Вести, Якутск.